Недавно стало известно о 5000 уйгурских сиротах и детях, оставшихся без опекунов. В ближайшее время Адриан Зенц, известный своими исследованиями, посвященными Китаю и Восточному Туркестану, опубликует важный документ о трагедиях в лагерях пыток, в которых также будет подробно описано положение сирот. Глава информационного центра Восточного Туркестана Абдуджалил Каракаш сделал заявление по данному вопросу и осудил страны, поддерживающие китайскую тиранию, которая не щадит даже детей. Молчание тюрков и мусульман, в то время как немусульманский Запад выражает обеспокоенность ситуацией в Восточном Туркестане, глубоко ранило нас. В чем вина зарегистрированных 5000 сирот и сотен тысяч детей Восточного Туркестана? Вместо осуждения Китая, что вы скажете насчет выдачи уйгурской женщины китайским властям? Неужели в мире не осталось ничего святого? Я призываю тюрков к порядочности и действенным мерам по данному вопросу, сказал Абдуджалил Каракаш. Депортированная турецкими властями уйгурская женщина была передана в Китай. Передача уйгурской женщины коммунистам, в то время как в Китае продолжаются массовые аресты уйгуров и убийства заключенных в лагерях перевоспитания, вызвала негодование общественности. Корреспондент Евроньюз Мустафа Бак сообщил через свою страничку в Твиттере, что информация о выдворении 30-летней Зейнетгуль Турсун в Таджикистан подтвердилась. Позже родственники Зейнетгуль получили информацию о том, что ее вместе с 2 маленькими детьми передали в Китай. Зейнетгуль Турсун не таджичка и не имеет таджикского гражданства. Почему выдворили 30-летнюю вдову с 2 детьми, прекрасно зная о том, что ее ждет в Китае, где без суда и следствия назначается смертная казнь? Неужели Таджикистан вступил в игру от имени Китая, пишет Мустафа Бак. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для подавления демонстрантов, вышедших с протестом после того, как на прошлой неделе участники акций протеста против закона об экстрадиции подверглись нападению неизвестных людей в масках. На всех протестующих, собравшихся в районе Юань-Лонг, были черные костюмы. Информационное агентство «Фарс», ссылаясь на Генеральный штаб иранской армии, сообщило, что Тегеран провел плановое испытание баллистических ракет. В свою очередь, в интервью телеканалу Fox TV высокопоставленный американский чиновник сообщил, что США осведомлены о том, что Иран провел испытание ракет, и подчеркнул, что на данный момент это все, что он может сказать. Саудовская Аравия сообщила, что в преддверии хаджа число прибывших в священные земли паломников достигло 1 миллиона человек. На данный момент в Саудовской Аравии находится 926 726 паломников, из них 881 229 прибыло в страну посредством авиасообщения. В этом году сезон паломничества начнется в первые дни августа.